В период пандемии, когда границы были полностью закрыты, спад потребления и продажи наркотиков пошел вниз на 30%. Мы об этом и говорили, и информировали президента в том числе, но мы также предупреждаем и информируем о том, что пандемия-то закончится и границы откроются. И вот здесь вопрос, насколько мы подготовлены будем к этим открытым границам, так называемым. Открытый диалог на серьезную тему в масштабах не только республики, но и страны. В первом антинаркофоруме принимают участие ведущие федеральные эксперты, специалисты, изучающие проблемы профилактики наркомании и наркопреступности, общественность, духовенство и все, кому не безразлична судьба тех, кто попал в зависимость, пагубные привычки. Это поддержка позиции о необходимости уголовной ответственности за рекламу, склонение и пропаганду продвижения наркотиков через интернет. То есть в 2018 году за это было максимум 5000 рублей штраф. Если там с телевидением все в порядке было, все понятно, с интернетом здесь была проблема и практически до реализации, до завершения невозможно было довести. Ситуация с наркотиками во всей стране остается напряженной. Согласно независимому рейтингу по наркотической трезвости, Ингушетия находится на 27-м месте, а по алкотрезвости регион стабильно на 2-м месте, что не может не радовать. Тем не менее, в масштабах маленькой республики статистика пугающая. Так, на учете в психоневрологическом диспансере стоят свыше 1500 человек, употребляющих наркотики. Из них 236 как больные наркомании и 1332 это потребители наркотиков с вредными последствиями. А в 2019 году у нас было 1546 человек. То есть по сравнению с прошлым годом у нас рост пошел на 22 человека. Наркотики – угроза национальной безопасности, отмечают собравшиеся. Самым распространенным на Кавказе считают так называемый аптечный кайф. Пригабалин, иными словами лирика, дизоморфин, габапентин, тропикамет, не медицинский рецепт большой. Правоохранители региона задерживают в основном жителей региона, которые продают и сбывают опасные вещества. Проведение мероприятий действительно МВД организовал комплекс, это новостных мероприятий по пресечению поставок. И вообще пытаемся взять полностью под контроль ситуацию. Надеюсь, не буду вас преждевременно радовать, но могу пообещать, что в ближайший месяц-два максимум мы постараемся, мы полностью пытаемся перекрыть канал поступления к нам вот этих сильнодействующих веществ. То есть республику процентов от 30 до 40% мы вычистим от этого. Самое главное – не опускать руки и вовремя начать лечение для возвращения к нормальной жизни. Наглядных примеров много. Адам Мистоев нашел в себе смелость побороть вредную привычку и поделиться своей историей. Зависимость от синтетических наркотиков преследовала его долго. Сейчас он вспоминает все это как страшный сон. Все началось с одного проба. То есть у нас его не было, где взять. Поехали во Владикавказ и там приобрели это вещество. Ну и с этого у меня пошло-поехало. То есть нету грани к этим вещам. В своей жизни я употреблял и алкоголь, и анашу, и, можно сказать, спайс, лирику, соль. Можно сказать, все, кроме иглы. Эта площадка призвана объединить усилия всего общества в борьбе с общим злом. Всего на форуме принимает участие около 50 человек. Он проводится по инициативе Миннации республики при поддержке и поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова после подписания президентом страны стратегии государственной антинаркотической политики до 30 года. В рамках форума запланирована работа 4 секций. Первая посвящена профилактике и потреблению наркотических средств. Вторая – антинаркотической деятельности общественных объединений на территории республики. Третья – общественному контролю, осуществляемому гражданскими активистами. И последняя – ресоциализации наркозависимых и развитию института наставничества. Пропаганда, выявление и пресечение – вот 3 главных столпа на пути искоренения коварной напасти, по словам экспертов. Опираясь на деятельность общественных активистов, в том числе на известное всем объединение «Антилирика», в регионе создали единое общереспубликанское движение «Союз антинаркотических движений республики». Много говорится о том, какая есть практика сегодня в Ингушетии. Она
хорошая, она нормальная, основной посыл благой. Там движения разного толка, которые выступают за то, чтобы ловили тех, кто продают наркотики нашим детям сегодня, и карали их в том числе по закону, по правилам, по адатам и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть важно, чтобы вот это все, то, что происходит, не просто поддержано было, а было выведено в правовое поле. То есть если мы говорим про антинаркотическое движение, оно должно быть такое яркое, понятное, законное. Активисты нового движения будут работать совместно с правоохранителями, а вступить в ряды добровольцев может каждый. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.